3 месяца назад здесь произошел пожар. Однако с помощью государства и неравнодушных людей строительство закончится в кратчайшие сроки. Нариман Асанов, вспоминая трагедию, которая потрясла их семью, признается, даже спустя несколько месяцев просыпается ночью от страшного сна. Вновь мерещится пожар. Осознавая, что это кошмар, и глядя на строительство дома, дурные мысли уходят прочь. Спасибо нашему народу, люди нам очень помогли. И вот с помощью районной администрации на сегодняшний день подняли стены дома до этого уровня. Временно проживаем в вагончике, но через несколько месяцев, надеюсь, заселимся в дом. Соседи, коллеги, все помогают строиться. Погода теплая, думаю, скоро заедем. Строительство дома идет полным ходом. Уже возвели стены, а через 2 недели планируется накрывать крышу. Далее рабочие приступят к отделочным работам. Пока семья проживает в вагончике для временного проживания, который был приобретен за счет собранных соотечественниками средств. А Госкомнадз совместно с администрацией Симферопольского района взяли на себя приобретение стройматериалов и координацию строительства нового дома для пострадавшей семьи Асановых. Мы видим, что уже на сегодняшний день строительство вышло на уровень практически завершения. В ближайшие 2 недели будет накрыта крыша на этот дом и начнутся отделочные работы. Но тем не менее, вот такие встречи, особенно с выездом, с участием местной администрации, с участием администрации Симферопольского района, проходят и будут проходить дальше регулярно, для того, чтобы уже в намеченные сроки, это в июне-июль месяце, семья могла въехать в свой новый, уже благоустроенный дом. Также Руслан Якубов отметил, что администрация следит за состоянием детей, которые в результате пожара оказались на учете у врача. Дети находятся на учете как бронхобольные, они получили лечение в Евпатории в январе месяце, и я думаю, что после окончания учебного года в мае месяце мы повторно направим детей на лечение. Но хотелось бы еще раз поблагодарить за постоянное содействие Руслана Исмаиловича Бальбека и тот не безразличных людей, в том числе социально активный бизнес, который всегда рядом, который помогает в приобретении стройматериалов и других необходимых инструментариев для продолжения строительства. Уже вскоре семья Асановых сможет переехать в новый дом. Телеканал «Милет» продолжает следить за развитием ситуации. Фатиме Сейтмамут, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет».